Добрий вечір. Продовжуємо. І сьогодні говоримо про конкурс «Татлесєц», який буде проводитися саме в Києві 19 січня. Лєхану, ви сказали, що буде приймати участь гурт і саме з Литви. Хто саме? Хто вони? Наскільки вони відомі саме для кримськотатарської спільноти? Да, это, в общем, ансамбль народный. Называется он «Илсу». Место расположения их Вильнюс, Литва. Как первый раз, когда я с ними познакомилась, это меня пригласили в Литву на Наврез-Байрам. Вот я там была гостем, выступала, и там я видела этих замечательных детей. Когда мы узнали о «Татлесєц», о том, что мы собираемся его проводить, конечно, в первую очередь буквально я подумала об этом ансамбле, потому что мы тоже их никогда не видели, мы тоже их никогда не показывали. Дети очень талантливые, они очень стараются, и несмотря на то, что они так далеко живут от Крыма, знаете, любовь их и вот все, что они делают, это связано с нашей культурой. Культуры крымских татар. Хотя их руководитель, не крымская татарка, это Альмира Пармаксизоглу, вот, но она с ними разучивает песни крымско-татарские, они пытаются ставить танцы, приглашают к себе тоже наших хореографов, и они ставят им там танцы. В общем, что будет представлено на конкурсе? Танец будет представлен, песня ансамблевая, она будет вне номинации, это будет просто такой гостевой номер. Я перепрошую, режисер каже, що є у нас телефонний дзвінок. Добрий вечір. Селям алейкум. Хорошо. Селям алейкум, Сергей. Айтанас? Алло. Алло. Алло, Айтанас? Селям алейкум. Сіз ефіріндесіз. Yaxşı. Men Timon sizden soramaya. Bizim bazarımız orada olacak. Kiyev'de. Bağışlanız. Nasıl Merebistok sonunda olacak mı yok mu? Doğrusu doğru. Kırım'dan zannedin sizce. Кырымда олажакмы Татлесєц olacak. Elbette Kırımda Tatlesєц olacak. Ama endi bizim cumhuriyetimizde, biz cumhuriyetimiz için bugünkü günde kurashamiz. Kırım Tatar Milli Cumhuriyetinde Tatlesєц endi öyle galibeli Tatlesєц elbette Kırımda olacak. Şimdi biz bunu aytıp geçtik, şimdi tekrarlayımız. Bu bakınca mında geçirili ve herkesini biz mında Kiyev'de toplamağa hareket etmemiz. Elbette Kırımda olacak. Elbette Ater, elbette Kırım'da çalışacak inşallah. Bunda birimiz bir dakika bile kalmağa istemiyoruz. Hepimiz vatan için bugünkü günde kurashamiz ve bu leyhalarını Kırım'da devamlı geçireceğiz. І є ще один дзвінок, кажуть наші режисери. Селям алейкум. Селям алейкум. Говори, Жан. Говори. А кто это? Говори. Добрий вечір, кажуть, ви в ефірі. Це телевізор? Ще з дзвінком, мабуть. Скажіть, а які будуть подарунки саме для конкурсантів, для тих, хто вже, як ви самі кажете, що вони вже победителі, так? Вот, Эльвина Хану, вы сами говорите, не говорите загадками, но мы не можем, потому что это же сюрпризы. Мы не можем раскрыть все карты, иначе потом будет неинтересно. Який саме великий буде подарунок? Ну, я считаю, самый лучший подарок – это возможность. Вот, например, Усин Бекиров дарит от себя такой замечательный подарок, как запись песни и запись голоса.
Я считаю, что это уникальный подарок. Также будет и ротация и на канале АТР, и на, И на радио и на Мейдан. радио Мейдан будет. Это тоже определенная Это вот возможность. основные подарки, о которых мы можем сказать. А остальное все сюрприз. Ну, джазовий музикант у Сімпі Кіров, у нього є Своя студия. своя студія. Він буде ця дитина, яка виграє перше місце. Чи це, Так. це люба Ні, дитина, та, яка виграє перше місце в номінації «Вокал». А будуть приймати лише Литва, чи буде ще інші регіони за кордоном, маю на увазі? За кордон, на жаль, більше не буде. Ну, я думаю, сейчас Алия Ханум скажет. У нас будут принимать участие известные украинские звезды. Алия Ханум об этом нам подробно сейчас расскажет. Скажіть щодо, так як конкурс буде проводитися саме в Києві, так? Які групи буде саме київляні, скажімо? Именно конкурсанты вы имеете в виду, да? Конкурсанты это будет ансамбль «Бадем» киевский и ансамбль «Хромелиса». Да, эмде Киевден. Киевден айтам, солар епсі Қырымдан. Олар епсі Қырым татарлар, епсі Қырымдан. Чешет себеплерден олар мында болуналар. Ве Қырым айлесінден бізде эмде театр номерасы олачақ. Аблязиз Велиевнің ләтифелеріне өле бір театры саналаштырмасы олачақ. Кичік біздің балачықларымыз güzel бір театра нумайышыны япачақлар. Ондан да ғайры Львовдан да бір қызчық келечек. Львовдан да келіп, о да бір өле театр саналаштырманы япачақ ола. А хто саме з Львова? Якщо є більше інформації про цю конкурсантку? Больше информации, в принципе, у нас есть только имя, фамилия, которых, к сожалению, я сейчас не помню, потому что участников очень много. Но эта девочка нигде не выступала, в принципе, до этого. И это будет ее дебют. Она очень старается, она занимается по скайпу с руководителем из Крыма. Амазон Сусана Барабашева неле чалышамыз айтыңыз Қырым еле насыл алақалар. Мұны кенеде Қырымдан олған біздің модельларымыз, олар епсі ярдым етелер. І режисер наш каже, що у нас є телефонний дзвінок. Алло, Добрий вечір. добрий вечір. Давайте запитання, якщо є. А якщо Немає запитань. Мұны алақалар ақында алфетмеге башладық. Біздің истидатлы артистлеріміз, яғни нам қазанған артистлеріміз, халық арасында sevgi қазанған артистлеріміз, олар да ярдым етелер. Мұна Майя Анафиева бүгінгі күнде о да номерлер азырлай, Медат Халилов номерлеріні азырлай, Эльмира Ханым Кудусова номерлеріні азырлай. Ве скайп вастасынен Қырымдан олған ұстазлар, олар да ярдым етелер. Бұндан да ғайра албарачымыз да Қырымдан олacak. Қырымдан бізге біздің Редван ағамыз тешриф бұйырacak. Ода концертна албарacak. Küçük албарачылар Қырымдан келecekler. Олар да концертна албарacaklar. Yani олар evvelden tatlı sesini albara ediler. Şimdi bu güzel ananını олар devam edecekler ve bu tatlı sesini albaracaklar. Biz bilemiz tatlı ses yarışı Атер тап Чехова пограничниклерді олғанда, татлы сез башланған еді, Редван Халилов башлаған еді, Арсен Аға Османов жюри азасы олып. Bu yarış indi bir 10 sene var. 10 yıldan ziyade geçirili. Yani tatlı Атер öyle başka seviyede olğandan sonra büyük konsertler yapmaya başladık. Güzel bir adlarını açmaya başladık. Buna Редван Ağa o tatlı sesinin tesisçilerinden biri olğan idi. Ve o bugünkü günde bu yarışını albaracak. Yani bu güzel ananını devam edecek. Алія Ханум, ви сказали, що буде там конкурс. Хто, крім дітей, буде приймати участь? Будуть ще гості, співаки, які будуть показувати нашу культуру? Да, після завершення конкурсної програми ми плануємо дати концерт з запрошеними зірками. Це будуть деякі українські відомі зірки. Наприклад, це буде Іларія. Ви знаєте, це відома співачка українська. Також це
буде Эльзара Баталова, Асан Белялов. Хто ще у нас буде? Қырымдан Татлысес кечкен сене Татлысесте Татлысесның ғалиплері бұл Риана Кадырова, бұл Елена Сосновская, бұл Азим Курситов, олар епсі кележеклер, олар епсі Али ханым да ерлажақ. Біздерді біздер бір чықышларыны азырлаймыз, біздерді чалышамыз, біздерді ейджаланамыз, чүнки ilk сефер яны бір номерлеріні азырлаймыз біздің серджилеріміз үшін. Sonra herkes телевизионда көрер, ama bizler bütün bizim vatandaşlarımızı çağıramız Kiyev'e gelmege ve Kiyev'de bu güzel temaşanı seyretmege. Чому саме в цей час стали організувати саме дитячий конкурс, на ваш погляд? Bu leyhanı unutmamak için, bu ATR telekanalının leyhası olğanı için biz onu devamlı ilerletmek için, kendi halkımızı birleştirmek için bir gaye altında. Bu tek konser değil, bu gaye. Bu güzel bir gaye. Bu kendi bu gayede içinde, bu gayenin içinde kureş var. Medeniyette kureşsiz olmaz. Bu da pek mühim. Bu gayeni inkişaf etmek için, ilerletmek için ve halkımız bugünkü günde mına ATR'nin etrafında birleşe, ondan da gayrı mına meclisinin etrafında birleşe biz kuremiz. Ve böylelikle böyle leyhalar, hatta böyle medeni leyhalar bizlerini hepimizni birleştiriyor. Що ви думаєте, Олег? Я думаю, что это вот, знаете, начало Нового года, и этот конкурс будет символизировать тоже начало, наверное, начало чего-то знаменательного для нашего народа. І зараз у нас є скайп-дзвінок з Сусана Ханум Ізмайлова з Новоалексеевки. Сусана Ханум, салям алейкум. Алейкум салям. Я из Новоалексеевки, я с Арабатской стрелки. Салям алейкум, Сусана Ханум. Это счастливство. И, я вообще работаю в Генической горке. Сибирь находится в Генической горке. Сусана Ханум, кто будет представлять ваш регион на фестивале? Наш регион Генического района будет представлять 4 девочки, которые будут вокальные номера, номинации вокал, и 2 девочки, номинация хореография сольная. Мы им, кстати, готовим массовку, там будет немножечко, мы окунемся в атмосферу рынка, ну или базара, так. Плюс еще в номинации хореография, это ансамбль, это с ДК сельского клуба Генической горки. Плюс у нас будет ансамбль АТЭШ, барабанщик, руководитель. Ну, вот так вот. Ну, и еще у нас первый номер, который будет готовить ансамбль АТЭШ, помогать будут мальчики с ансамбля «Долгалар». Ну, мы готовим такой хороший хореографический, патриотический номер. Мы надеемся, что у нас все получится хорошо. Вы сказали, что ваши дети, 3, да, будут принимать участие в вокальном. О чем будут песни? Какой смысл и почему именно эти песни выбрали? Маленькие девочки будут исполнять песню «Харатаух». Ну, так как они маленькие, ну, естественно, у них и вокал как бы соответственно, ну, текст, естественно, выбирали текст соответственно возрасту, ну, чтобы все было, ну, как бы песня хорошая, у них неплохо получается, девочки маленькие неплохо как бы себя чувствуют в этой песне и пританцовывают, я надеюсь, тоже у них есть какой-то шанс. А старшие девочки поют «Эйюглан», тоже 2 девочки, 2 солистки. У нас наша поездка охватывает нас 33 человека, мы будем выезжать из Новоалексеевки, и мы еще в одном автобусе будем ехать с Мелитополем. В общем, поездка у нас, надеемся, такая будет грандиозная, артистическая, огромная
огромное спасибо этому конкурсу, который так объединяет нашу культуру и нас всех. Ну, наверное, мы давно уже так дружим. Это здорово. Хотели спросить, Сана Дарья. Ханум, скажите мне о настрое наших деток. Как вот они сейчас настроены? Настрой. Понятно, что волнение, очень большое волнение. Мы, многие из нас, ну, кто как, кто-то принимал участие в конкурсах, кто-то не принимал. Но вот так вот конкретно, именно в крымско-татарском конкурсе, это здорово. И все волнуются. Понятно, что ну, будет тяжело. Бутафория уже готова? Не слышно. Еще раз скажите. Еще раз скажите, Сана Ханум, не слышно вас. Ой, что-то со... Вы меня слышите? Алло. Говорите. Слышите? Бутафория готова. Это у нас для хореографического номера, где мы окунемся именно в тему рынка Алыш-Верыш. Номер называется «Девочки две будут солировать», а ансамбль «Сельсибирь» будут заполнять массовку. Ну, хочу, кстати, сказать огромное спасибо родителям, которые терпят все наши желания и стараются, ну, как бы все это приготовить. Расскажите, как родители относятся к конкурсу, насколько они сплоченные и насколько они поддерживают своих детей, а насколько они поддерживают вас? Очень поддерживают. Я не могу сказать обо всех, ну, у каждого свой руководитель. Но мои родители — это вообще, можно сказать, кладезь. У меня вообще самый молодой коллектив здесь в районе. У меня половина детей проживает в Новоалексеевке. То есть они на стрелку, на каждые занятия возят своих детей. И мы стараемся, вот, и во всем они поддерживают. Мы постоянно участвуем в каких-то конкурсах, в каких-то фестивалях. Нам очень много кто помогает. Кстати, всех хочу поблагодарить, не буду называть всех. Единственное, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наш сельский совет, Счастливцевский сельский совет, во главе, ну, глава сельской рады Плохушка Виктор Александрович, который тоже с таким восторгом отнесся, что 2 ансамбля с его сельского совета попадают на этот конкурс. И поэтому костюмы, помощь оказывает нереальную. Расскажите немного о своем ансамбле. Ну, ансамбль, как вам сказать... Самый молодой ансамбль в плане того, что вот всего 4 года назад мы именно перепрофилировались на крымско-татарские. Ну, то есть я взялась за старое. До этого мы больше цыганскую тематику, там, как получалось, украинскую, русскую. Ну, как бы я сама не хореограф, поэтому мне вообще это все тяжело. Но ничего, учусь, стараюсь. А так как у меня девочки в составе тогда танцевали у меня только русские девочки, русские, украинские, украинки. И вот мы попробовали крымско-татарские танцы, им понравилось. Ну, как всегда, в сельских клубах, в сельских домах культуры дети школу заканчивают, и мы начинаем все сначала. Ну и вот получается состав мой, этот совсем молодой, ему 1.5 года. Но мы старательно ездим на конкурсы, фестивали, принимаем участие во всех районных мероприятиях. Ну, это, конечно, очень помогает, потому что дети уже более раскованно себя чувствуют. Ну, как-то так. А сколько детей у вас именно крымские татары? Из 8-7. Это старшая группа. Сколько? 7. А всего? А всего 8. Ну вот, как бы все нормально. Понятно. Çok sağ olun siz, Сана Ханум, что присоединились нам в эфир, рассказали подробнее о конкурсантах и о своем ансамблі. Çok sağ olun, Схошулганс Сичун. Саунс. Більшість учасників буде саме з Новоалексіївки, з Херсонської області. Так, з Херсонської області будуть. Чому саме вони такі активні виявилися?
Ну, мабуть, тому що саме в цьому регіоні проживає велика кількість кримських татар, але може ще й тому, що вони дуже активні. Я не знаю чого, мабуть, тому що там поблизу море є. Öyle aktif olmayabilir. Şunu hayret etmek gerek, o kadar aktif olmayabilir. Ну, може, це Олар öyle пов'язане з ситуацією в Криму? Chetde kalgan edilir ama şimdi bu vakalardan ular da biraz uyanmağa başladılar ve Kırım Tatar medeniyetimizge, tilimizge mirak göstermeye başladılar. Çünkü ular hep bir Kırım'a yakın ama hep bir Kırım'dan uzak ve Kenya'da bu vakıya ularını uyandırdı. Наскільки місцеві жителі, місцева влада, общественники, да, скажімо так, вони приймали участь теж в цьому конкурсі? Мабуть, вони допомагали вам організовувати відбірний тур. Так, я вже казала, що вони дуже допомагали, але зараз ще раз скажу, що тільки завдяки їм склалося те, що сталося. Саме ці діти мають таку можливість виступати в Татлисєс саме завдяки цим активістам, цим людям. Це, ще раз кажу, Гульнара Ханум, вона дуже нам допомагає. Це такая, знаете, вот я бы сказала, такая община, сельская община, которая местная, вот очень активно решает все проблемы поступающие. Які перспективи дає цей конкурс для дітей? Bu yarıştan sonra yani sınavlar açıla ve sonra bu halkara yani diplomlarını almak bu da gerçekten de her bir artist için pek mühim. Sonra bu balacıkların, onlar özlerini de sınav bakalar. Bazıları hatta bilmeydiler, onlar yırlamağa bilirler, onlar özlerini açarlar. Böyle bizde öyle iştirakçılar var, onlar ilk sefer çıkacaklar. Onlar hatta bilmeydiler, onlar o kadar istidatlı olganını, onlar çalışmaya başlarlar ve sonra gerçekten de yani istidatlar açılar ve onlar sonra devamlı diğer yarışlarda iştirak ederler ve belki bana biz bir haç adlarını ayttık. Onlar bugün herkes halkımız için Tatlıses'ten çıktılar. Onların kalktanı. Belki öyle onlar artistlerimiz onlar da son Евровидение'da da bizim halkımızını takdim eder. Bu yarışlar bu için yapıla bizim halkımızını bütün dünya boyunca tanış etmek. Що ви думаєте, Ліха? Да, именно благодаря таким конкурсам, как Татлысес, они полностью погружаются в процесс рабочий. Вот, например, они приезжают к нам 16 числа, и до 20 числа они будут вот в такой творческой атмосфере, они будут что-то делать, их постоянно будут снимать. А это, знаете, такой колоссальный опыт, который просто так на каких-то конкурсах там, региональных и даже международных не получишь. Только таким образом дети поймут, что на самом деле все не так в жизни просто, что нужно стараться и нужно еще больше работать Они увидят себя со стороны. В первую очередь. Они поймут, они сделают работу над ошибками. Они поймут, что в следующем году им нужно будет работать еще больше, еще ярче делать номера. И я считаю, что это просто великолепная возможность. İlk sefer büyük sanağa çıkmak. Hem de öyle güzel rakiplik duyguları da var. Onlar da gelecek artistler için de pek mühim. İnsanlar özlerine sınav bakacaklar. Bu da Tatlısес güzel bir vasıta biri А що буде на сцені? Це буде живі музиканти, живий голос, це інструменти живі. Як це буде Bizde öyle виглядати? bir mahsus dekoratsiyalar hazırlana. Bizim pek meşhur ressamımız Şevket Ağa Seydametov o kaytarmada esas ressam oldu. Vatan Sesi yarışında onun gayelleri çok kullanıldı. Yani o yaptı dekoratsiyalarını ve o bugünkü günde büyük ressam, öyle namlı bir ressam, özü Kırım Tatarı, özü bilmem bilesem Ukrayna'nın en güzel ressamlarından biri. O bugünkü günde bu dekoratsiyalarını yapacak. Mahsus Tatlısес için dekoratsiyalarını yapacak. Що ще буде там?
Живий голос, живий, що ж це буде? живий Живий інструмент. голос. Тек Буде жанлы, конкурс. эрши жанлы. Эбет, эрши жанлы фонограммасыз бізде бір вақытта бір şey olmay. Эрши дuyğulu daima olады. Эр телеканалында эрши açık, эрши duyğulu ve elbette fonogrammasız. Emde aletler olacak. Aletlerden kim olacak? Trompeticiler olacak, davulda çalganlar olacak. Ondan da gayrı kemanecimiz öyle bir tiyatro numarını hazırlay kemanede çala. Bu da ilk sefer olacak. Çünkü aletler iştirak etmediler böyle yarışta. İlk sefer davulcular çıkacaklar. İlk sefer kemaneci çıkacak. Aletler arasında, çalgıcılar arasında, gençler arasında yarış olacak. Çalgıcılar arasında yarış geçirmek pek kıyın. Gerçekten de pek kıyın. Böyle yarışlarda, böyle kategoriyalarını yarışlarda kullanılmay. Ama biz bu yıl biraz özümüz heyecanlanamız, karar aldık. Çünkü çalgıcılar arasında, halkımız arasında birçok balaçıklarımız var. Onlar çette kalmasınlar deyip bu kategoriyani koştuk. Çalgıcılar arasında ярыш olacak. Ви сказали, що будуть приймати участь також кримськотатарські стізерки, які це наша гордість, це Ахтем Сітаблаєв, це джазовий музикант Усін Бікіров. Як вони долучилися до конкурсу? Олар бізге ярдым етелер. İlk evvela олар Kırım Tatarlar. Elbette олар çette kalmayacaklar bu leyhalardan. Bizler hepimiz hep birlikte, birleşip Elzara Hanım, Ahtem Ağa, Şevket Ağa Seydametov, kim bizge dekoratsiyalarını yapa, Mınaliye Hanım hepimiz öyle bir kuch olup, bir toplum olup herkesini elbette bu leyhaga celp ettik ve onlar da öz karşılığını bizge gösterdiler. Usin Bekirov keçken sene de bizge aranjirovkalarını herkesge yazgan edi. Birçok artistlerge yırlarını da yazıp bergen edi ve bu sefer o bizim balaçıklarımızga da aranjirovkalarını yaza, bizge de yaza, yani yırlar olacak. Торік була Джамала. Буде цього року вона чи ні? Я думаю, що вона буде тільки, якщо вона буде, то вона буде тільки як гость, як присутній в залі, тому що в неї буквально за день до цього буде концерт в Одесі. Ми її запрошували, але вона каже, що якщо вона встигне, вона просто приїде до нас в гості, тому що такий буде тісний графік у неї. І зараз у нас є скайп-дзвінок, скайп-связь це з Хатідже Ханум Еміратли. Селям алейкум. Селям алейкум, Хатидже Ханум. Селям алейкум. Алейкум селям. И это ваш сын рядом, да? Да, Рустем. Расскажите о конкурсе, что вы будете представлять на этом конкурсе? Ну, мы играем на скрипке. Рустем будет играть произведение Хардбабашки моего, Фикрета Салидинова. Аллах Садице будет звучать его два произведения. Расскажите немножко о вашем Харбаба. Расскажите, он же очень известный композитор. Ну, что именно рассказать, много у него. Какие произведения написал? Он написал и симфонические, и для голоса вокальные произведения, и скрипичные, и для трубы писал, много писал. Что ваш сын представит на конкурсе? Может ли он кусочек исполнить сейчас? Конечно. Кусочек будет из произведения «Киссинджер». Это первая часть, такой кусочек сыграю. Ага. Такой эксклюзив.
Такой Çok небольшой. sağ olun. Машалла. Машалла. Хатиже Ханум, расскажите о сыне, как давно он стал заниматься именно этим музыкальным инструментом, насколько часто бывает такая возможность исполнять народные песни, народную музыку? Ой, ну мы занимаемся уже 6 лет. Мы многократные уже конкурсанты, и гран-при брали, и первых места по всей Украине ездим. Народные произведения, к сожалению, мало, потому что мы больше классики, у нас не хватает нот, аранжировок в таком плане, чтобы играть свою народную музыку. А так мы продолжаем ездить на все конкурсы, занимаемся, готовимся. Хатиже Ханум, скажите, кто вам помогает? Я знаю, что вам кто-то помогает именно осуществлять поездки на конкурсы международные. Да, у нас появился такой Даниил Михайлович Ходорковский, который помогает ездить на конкурсы, осуществлять его поездки, концерты. Спасибо ему огромное, всей его команде. Они всегда нас поддерживают. Спасибо им огромное, конечно. Это очень важно, когда тебя поддерживают в поездках, в конкурсах. Это дает стимул. А что ждете от конкурса «Атласес»? Ну, это для нас впервые, конечно, наш крымско-татарский конкурс. Но мы очень хотим, конечно, сравниться бы с кем-то, поучаствовать, чтобы у нас был конкурент, и увидеть, на каком мы месте, конечно, быть победителями в первую же очередь. Там как оценят. Почему ваш сын и ваша семья выбрала именно этот инструмент? С чем это связано? Ну, потому что мой Харбабашка сам скрипач, он научил меня, и я, конечно же, своего сына. У вас такая династия, да? Настя. Смета Уса, еще двое растут, обязательно тоже будут на скрипке, Аллах светится. Как часто удавалось вам и вашему сыну исполнять народную музыку именно в Крыму? Были ли такие возможности? В Крыму мы один раз были в 2015 году на прямом эфире телеканала АТР. Мы ездили к Ридвану Ага Халилову. Вот как раз уже началась когда, ну, мы успели съездить в январе, и потом тут закрылся. Так никогда не. Сіз айттыңыз, сіз мына Украина бойынша чешет халқара ярышларда иштирак этесiniz. Ve Кырым татар музыканы Украинада насыл кабыл этелер? Украинада бек яхшы кабыл этелер, чүнки уларга уяны музыка. Biz Миргородке барганда Бакшсарай кайтармасын улей бир чалдырдылар, анда эпси шашып калдылар. Киевде де эпси яхшы каршылайлар. Güzel. Bizim Kırım Tatar muzıkamız bugünkü günde Ukrayna için yanı bir muzıka mı? Яны музыка. Onlar, Олар севе bizim музыкамызды. yani soramaylar, nasıl bu ağır ritimlerini siz çalasınız, o kadar mürekkep muzıkanız var. Bir vakit soraylar, Херсонга birinci kere Grand Prix alganda Бакшсарай кайтармасын çaldı. Ular hepsi geldiler, jüride oturgan adamlar, hepsi soradılar, nasıl ritim, nasıl çalına? Soraylar. Ya amına öyle rast geldiniz mi? Diğer yarışlarda Ukraynalılar Kırım Tatar muzıkanı çalganını. Yok. Öyle olmagan edi. Çünkü bazı eserler var Ukrayna'da çok çalına. Belki siz rast geldiniz, öyle rast gelmediniz. Рустем, Мулькома, Рустем сен де айтбыршылер, эйженланасың мы? Ну, чуть-чуть. А какие вообще у тебя эмоции сейчас, чувства перед конкурсом этим? Ну, что ты хочешь? Может быть, ты занимаешься сейчас вдвое больше, спишь вдвое меньше, ешь в 4 раза больше. Говори, да? Я победить хочу, Участвуй. поучаствовать, Сау. получить опыт. Да, это самый ценный приз, Рустем.
Хатиджа Ханум, возвращаясь к Фикрит Ага, да, к вашему к дедушке, да, были ли созданы, изданы ноты его? Были созданы ноты, есть созданы благодаря его дочери Эльмиры Салидиновой. Она занимается выпуском нот. И скрипичные ноты есть, и симфонические. Играли в Москве, оркестры симфонические играли, вот недавно играли. Оркестр Спивакова играл тоже произведение. Наш драматический этот симфонический оркестр ВИР тоже там играл произведение. Насколько эти ноты можно увидеть здесь, в Украине? Ой, я сильно не знаю эти вопросы, это больше, конечно, к Тизешке, но я знаю, что она каждый экземпляр нот дарила в библиотеке, музыкальные школы, училище. Насчет Киева я ничего не могу сказать. Наша область, наш поселок, у всех есть библиотека. Алексеевской, Генической, Херсонской, в Крыму. Хатиджа Ханум, скажите, пожалуйста, вот вы как педагог, вы преподаете скрипку, даете ли вы произведения своего дедушки своим ученикам, кроме, конечно, Рустема? Конечно, мы играем и ансамблем, учим его произведения, и солисты у меня играют. Занимаемся этим. А что в планах вот у вас после конкурса? Чем планируете еще заниматься? У нас после вашего конкурса еще конкурс в Каховке, потом в Херсоне, в Киеве. У нас планы. Мы не только так сейчас занимаемся, у нас очень большая программа, поэтому готовимся очень много. Это и то, и с Рустемом, и еще и свой ансамбль, работы хватает. Что вы пожелаете юным музыкантам? Я пожелаю, самое главное, конечно, уверенным, не растеряться на сцене, это самое главное. Показать всю работу педагога, потому что очень много бывает. Вот вкладываешь ребенка, выходит на сцену, все забыл, все не сыграл и такой. Поэтому самое главное быть уверенным, стремиться к победе. И, как сказать, не быть сильно уверенным, что лучше всех, все-таки надеяться, что ты еще встретишь кого-то и выше себя. Стремиться к этому. Çok sağ olun Hatice Hanım, hoş geldiniz için. Это çok sağ olun. Çok sağ olun. Sizni Київде bekliyoruz. Такого живої і очень такий дуже живий, цікавий розмова. Так. Скажіть, а хто допомагає вам для того, щоб цей проєкт саме вийшов, саме створити цей проєкт? Хто допомагає вам і чи є взагалі підтримка? Так, підтримка є в першу чергу від самих конкурсантів. Це, знаєте, така віра в нас, віра в свої сили, їхні сили я маю на увазі, і нас це дуже підтримує. І, скажу по-русски, це, наверное, нас очень воодушевляет. Gerçekten de ilham beri, ondan da gayrı biz bir-birimizge destek gösteremiz, biz hepimiz yanamız. Bu da pek mühim. Bizlerden da bir yani Aliye, men, Elzara Hanım, Batalova, bütün ATR telekanalı, elbette bizim Linur ağamız bizge daima bizlerini tenhit etip, ama bizler hep bir ilerik ketmege hareket etemiz. Ondan da gayrı bizlerden Alim Abdulhayirov çalışa, o da bayağı iş yapar. Ya böyle bir-birimizge büyük destekimiz, bir-birimizge destek gösteremiz ve bu programanın fırsatından faydalanıp bizim iş adamlarımızı da çağıramız bu yarışını beraberlikte geçirmek ve bizge destek göstermek. Крім конкурсантів, ви також будете співати. Так. Про що будете ви співати? Про що будете говорити на сцені? Ну, в мене буде такий номер спільний з українською співачкою, як я вже казала, Іларією. Ми в моїй передачі вже співали разом, і я дуже хотіла б повторити цей
опыт. Пек дuygulandı. Biz Aliye'nin bir konserti olduk beraber ve gerçekten de bu yırıcının icadının pek meraklandık. Gerçekten de pek vatansever bir yırıcı ve Aliye'nin güzel bir tandem oldu ve bu güzel tandemni onlar konserte gösterecekler. Gerçekten de pek meraklı olacak inşallah. І вже залишилося у нас декілька хвилин. Чим цей конкурс буде відрізнятися від конкурсів «Татлесес», який проводився раніше? Но этот конкурс, во-первых, очень серьезнее во многих планах, потому что мы берем на себя ответственность за проживание этих конкурсантов, детей, гостей из Крыма и отовсюду. Вот в первую очередь будет отличаться ответственностью, наверное, и уровнем ответственности. Вот. И также, наверное, раскрытием новых талантов, как и, в принципе, в прошлые годы. Bizler için bu Tatlısес yani bir tecrübe çünkü böyle nominatsiyalarda olmagan edi. Biz de sınav bakacağımız, biz de bakacağımız nasıl olacak. Bu nominatsiyalar konkursa nasıl girecek. Bu da bizler için bir yeni bir tecrübe olacak. Ve en esası bu Kiev'de, ilk sefer Kiev'de geçirilecek ve böyle öyle maştap, pek öyle kutlevi konkurs olacak. Bu da bir yeni tecrübe hepimiz için. Biz gerçekten de hepimiz gayretli çalışamız ve neticelerinin elbette seyircilerimiz bizge kıymet keser bizim ilk adımımızga. Кроме того, Альмаз Ханум будет заниматься одним очень важным делом, о котором он нас сейчас расскажет. Это вот фильм. Фильм о фильме? Biz istek yapmağa Tatlısес hakkında güzel bir film yapacak olamiz. Nasıl bizim balalarımız geldi, yani birkaç gün devamında bizim iştirakçılarımız gelecekler. Biz onlarını, biz endi aytıp geçtik, biz onlarını karşılayacağımız ve öyle bir güzel vesikalı film yapmağa gözde tutamız. Çünkü böyle yarışlarga hazırlanğanda öyle bir şeyler olar ki insanlar repetisiyalardan geçe, birbirinin tanışa, nasıl, tek konser değil, bu günler onlar nasıl yaşayırlar, nasıl duygular arasında ola, neler ola, repetisiyalar nasıl geçe, bütünleyin bu günler nasıl geçkeni hakkında biz güzel bir film yapmağa istiyoruz ve böylelikle za kulisiye, yani perde ardında neler olganını, bütün sırlarını ilk sefer bu olacak vatandaşlarımızga göstermeye istiyoruz. Дуже дякую, що сьогодні прийшли нам на ефір і розказали подробиці конкурсу, який буде проводитися 19 січня в Києві. В гостях у нас була Алія Хаджибедінова та Ельмаз Асан. Татлесес буде вперше проводитися саме на материковій частині в Києві. Одним з організаторів це є телеканал АТР, і також будуть спонсори. Ми закликаємо всіх, хто може прийняти участь, хто може допомогти створити дитячий конкурс, створити таку ізюмінку Криму саме в Києві, приєднатися всіх небайдужих людей. Тому що ми всі кажемо, що Крим – це Україна, але закликаємо вас показати, розказати що саме на справах. І всіх запрошуємо на дитячий конкурс «Татлесес» 19 січня, який буде відбуватися саме в Києві. На цьому у нас все. І залишайтеся з нами на телеканалі АТР.